Здравствуйте! Вы смотрите Авторивьеру. Сегодня гость нашего выпуска Константин Сарваниди. Константин, как мы условились, вы нам предлагаете маршрут, и мы сейчас проследуем по нему. Какой вы выбрали маршрут? Я предлагаю поехать в Гинейскую крепость, село Кындык. Давно о ней наслышан и хотел бы посмотреть. Я думаю, по дороге пообщаемся, посмотрим на местные достопримечательности, в том числе на эту крепость. Я думаю, это очень удачный выбор. Там и времени в пути будет достаточно, чтобы пообщаться, и объект интересный. И, естественно, мы осветим эту новую чудо-машину, сделаем коротенький обзор. А сейчас поехали. Поехали. Константин, мы выехали по маршруту с центра города Сухум. Константин работает в Россотрудничестве. До этого он работал в гуманитарной русской организации в Донбассе. Вы до этого много раз приезжали в Сухум. Здесь вас многое чего связывает с городом Сухум, с Абхазией. Вот, пообщавшись с вами, я это понял. Постепенно мы обо всем этом, наверное, поговорим. Наша передача отчасти она по безопасности дорожного движения. Как вот вы ездите по Абхазии? Отличается ли езда в Абхазии от езды там в России, в других странах, где вы работали? Ну, в принципе, отличия, конечно же, есть от региона к региону, но здесь такой южный стиль вождения, собственно говоря. Водители позволяют себе немного превышать скорость, но еще надо учитывать то, что дороги здесь довольно-таки узкие, и тем более трасса, вот, которая республиканская, довольно узкая, и в летний период времени большой поток туристов, что, соответственно, создает пробки, происходят некоторые ДТП, иногда печальные ДТП, но вот есть такое, просто так как страна маленькая и население довольно-таки малое, население в республике, то в каждое ДТП все о нем сразу же очень узнают. заметно, да, ощутимо. Да, и статистические данные у всех на виду. И, скажем так, если в России там, да, случилась авария, только крупнейшие аварии, ты о них узнаешь. А так, я думаю, что в принципе в процентном соотношении на количество населения в России, на количество населения в республике, ну и на именно расстояние, если так взять, то в принципе, наверное, будет цифра большая получается. Да, плюс-минус вот такие же процентном соотношении, да, будут такие же, да. Но потому что в России под появлением с установкой камер видеофиксации и других моментов и хороших дорог все-таки людей стало погибать на дороге меньше, значительно. Да, это, во-первых, камеры и ужесточение там штрафов, это немного дисциплинирует водителей. Добавок ко всему появилось много вещей на дорогах, то есть отбойники, да, разграждения, чтобы не было встречного обгона, когда ты выезжаешь на встречную полосу. Разграничили. Да, платные дороги, это вообще уже уровень такой, что... Да, там созданы условия, чтобы автомобили ехали себе спокойненько по своей дороге. Да, но в то же время по поводу безопасности дорожного движения на территории Республики Абхазия могу сказать, что, как вы уже сказали, я работаю в Россотрудничестве здесь, и Россотрудничество проводило здесь акцию по безопасности движения дорожного и в городе Сухум, и на республиканской трассе. Это были плакаты о том, чтобы уступали пешеходам, о том, чтобы снизили скорость. Много наклеек еще сохранилось и висит на маршрутных такси, на автобусах. Данная акция послужила, скажем так, толчком, и сейчас, насколько мне известно... Но это, наверное, не последняя ваша. Это не последняя акция, да, но это послужило толчком, и сейчас, насколько мне известно, МВД и юные инспектора движения, есть такая организация в России, подписали соглашение о взаимодействии. Я думаю, что таких акций будет больше, потому что надо начинать
в первую очередь себя, дисциплинировать себя как водителя, и тогда уже это послужит примером для остальных водителей. Вот как вы рассматриваете у нас взаимоотношения водителей? Есть ли взаимоуважение на дороге? Ну, оно есть, конечно же, но в достаточной ли степени? Когда вы стоите, бывает, на светофоре, а кто-то проезжает там по обочине куда-то там, или вообще по встречному? Есть такие случаи, есть и случаи хаотичной парковки, но, опять же, так как я скажу, что страна маленькая, все здесь на виду, и все друг друга видят и знают, то это как-то, возможно, бросается в глаза. Невозможно бросается в глаза, да? Побольше бы уважительного отношения между водителями. Да, почитание, Но, опять же, я возвращаюсь, сравнивая там регионы России, там тоже присутствуют подобные вещи. Это не сказать, что это только в Абхазии такое происходит. Ранее этого было больше, но когда дорога стала более контролируемая теми же камерами и прочее, там стало все более предсказуемо. Мы очень часто видим, когда инспектора стоят здесь, сейчас мы проезжаем, на постах стоят, сейчас министр внутренних дел часто выезжает со своими внутренними рейдами на посты, что, несомненно, статистические данные публикуются в телеграм-каналах, показываются, какие нарушения происходят, какие санкции вводятся для тех или иных водителей, ужесточаются штрафы. Мне кажется, это не так, что за один день поменяет отношения, но это все равно дисциплинирует со временем, конечно, дисциплина. Как вы и сказали, ранее в Абхазии вообще другой был темп и ритм вождения. И автомобилей было гораздо меньше, тут ежегодно увеличиваются автомобили очень значительно. Да, но это особенность южного менталитета, что у каждого должна быть своя машина, Сейчас без автомобиля сложновато, неудобно, конечно, но теперь автомобилей стало много, и это тоже определенно. Потому что это должна быть системная работа. Если увеличивается количество автомобилей, то должна и увеличиваться организацию движения улучшать, где-то что-то менять в схемах организации движения, где-то расширить дороги, где-то увеличить парковки, где это возможно, но, к сожалению, у нас уже парковок прирастить больше сложно. Это уже только если многоэтажные какие-то парковки или подземные, что очень дорого. Но еще хотелось бы заметить, что у нас почему-то я не слышу, в России ввели понятие «опасная езда». Здесь у нас это пока, в общем-то, я не вижу, чтобы работали по этой теме, по опасной езде. То есть это когда безобразно человек едет сломя голову, вообще не соблюдая никаких правил, перестраиваясь очень часто и прочее. Понимаете, о чем? Нет, я понимаю, о чем, но в любом правиле дорожного движения должны быть четкие формулировки, чтобы не было разночтений. Потому что опасная езда, в принципе, любая езда на автомобиле, она уже опасна. Потому что автомобиль — это средство повышенной опасности. Другой вопрос, если там будут четко прописано, что если человек ездит с превышением скорости на 40 километров и более, частые перестроения, езда по встречке. Агрессивная. Агрессивная езда, то есть чтобы не было разночтений, потому что так или иначе, если введут штраф за опасную, как в Российской Федерации, введут штраф за опасную езду, вы понимаете, что могут быть перегибы. Это все может быть и по другим правилам, но когда явно опасная езда, просто дикая езда, это же бывает, наверное, вы замечали, когда вылетает к вам на встречную, у вас даже обочины нет, куда подевать свой автомобиль. Пожелаем, чтобы наши автомобилисты, водители были друг другу вежливы. Скорость — это я считаю, у меня уже собственная формула, хотя, наверное, я боюсь ее оглашать, но она выглядит так, действительно. Чем выше скорость, тем ближе кладбище. Это может быть по-черному уже совсем, но уже остальное не воспринимается. Надо спокойно ехать, надо соблюдать скоростной режим и уступать пешеходам. Все это мы говорим, но оно на самом деле именно в такой
прогрессии, то есть чем выше скорость, тем выше эта опасность, что вы к последнему своему финишу можете, в общем-то, спешить. Да, я еще не дай бог. Чуть-чуть добавлю, ну, в продолжение как бы вот этой вот поговорки, которую вы сказали о том, что ближе к кладбищу, есть такая поговорка: лучше в 9 вечера домой, чем в 5 вечера на кладбище попасть. Да. Вот. Ну и еще одно по поводу движения и опасности на дорогах Республики Абхазия. Это, конечно же, безусловно, я думаю, каждый и житель, и гость города видит это скот на дорогах. Скот на дорогах, коровы, лошади – это непредсказуемая вещь, и поэтому надо все время быть внимательным. Да, что-то как-то, потому что из-за поворота выезжаешь, и стоит корова, и ты, деться тебе уже некуда. Здесь опять же мы возвращаемся к скоростному режиму, чтобы всегда была возможность оттормозиться, да, тормозной путь был. И не отвлекаться за рулем. Вот недавно были коллеги с Первого канала, мы с ними тоже записывали передачу. И, кстати, там один из них автоэксперт Евгений Покровский. Вот, ну, он много чего знает и удивился, что у нас на животных не вешают светоотражающие вот эти элементы. Но на самом деле много где же вот и в одежде применяется, и школьные портфели с этим. То есть и скотина будет целая, то есть и водитель заметит ее заранее. То есть вроде это не затратное на самом деле дело. Это один из шагов, наверное, да? Ну да, в принципе, это как бы не затратная история. В Российской Федерации, когда ввели вот эти законы о светоотражающих элементах на одежде, что ты не можешь хвыряться, вплоть до того, что там какие-то как браслеты мешки, такие, да, на школьников вот обязательно, что школьник должен там, если возвращается в темное время суток, у него должен быть там рюкзак светоотражающий, либо должен быть браслет светоотражающий, который будет, собственно говоря, для водителя элементом внимания, чтобы обратить на пешехода внимание, остановиться и, собственно говоря, сосредоточиться на дороге и на моментах, которые надо обязательно принять во внимание, чтобы не произошло страшной трагедии, ну или ДТП. Вот и наши друзья. Священное животное. Ну, тоже пытаются как-то, некоторые стараются не мешать. Быть участниками дорожного движения. Быть полноценными участниками движения. Но не так давно вы вернулись с Донбасса. Там работали в гуманитарной организации. Есть такая организация, Русская гуманитарная миссия, которая занимается оказанием помощи и поддержки гуманитарных проектов в зонах чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и вооруженных конфликтов. То есть за 9 лет работы в этой организации с 2015 года удалось побывать на многих континентах, практически на всех, кроме там Австралии, да. То есть это было... Ну, где случались какие-то бедствия, да, катастрофы. Да, ну, так как мы пережили все ковид, весь мир пережил ковид, то, в принципе, бедствия случались везде за этот период. То есть мы оказывали помощь и в Южной Америке, Венесуэла, Перу, и в Сирии, и в арабских странах, то есть это там Ливан, африканские страны, это там Гвинея, страны СНГ, конечно же. Ну, много где была оказана помощь, а последняя в связи с началом СВО, конечно, мы отправились одни из первых там, в начале марта, отправились на Донбасс, и вот последняя моя командировка, длительная, затяжная, почти, ну, более года я пробыл на Донбассе, то есть во всех регионах вновь присоединенных. Донецкая республика, Луганская республика, Херсонская область и Запорожье. Вот. Ну, то есть везде, все эти регионы, да, везде старались оказать помощь, подвести, потому что произошел в связи со СВО, конечно же, произошел такой момент, что перестали работать логистические цепочки по стандартные коммерческие логистические цепочки по доставке продуктов питания, лекарств, одежды. Ну, фактически гуманитарная катастрофа. Да, она случилась, гуманитарная катастрофа, это и было. Люди сидели много месяцев, сидели без света, связи. То есть очень много было таких моментов, когда мы приезжаем, и люди просили, можно мы запишем на камеру, там, привет передать там, родственникам, чтобы они знали, либо передавали записки, позвоните, пожалуйста.
вот мои родственники, чтобы они знали, что мы живы, что у нас все в порядке, ну, в порядке. Ну, вы, По по-моему, местным меркам. пересекались и вот с ребятами из Абхазии. Да, мы с пятнашкой пересекались, то есть благодаря им попадали в некоторые районы и регионы, куда можно было, ну, нельзя было проехать просто самому, то есть везде была пропускная система. Ребята там довольно-таки давно, с 2014 года, этот интернациональный батальон существует, пятнашка. Часто с ними пересекались, в чем-то им помогали, передавали там фильтр для воды, чтобы у них на линии боевого соприкосновения была возможность очистить воду и пить, потому что, ну, были сложности с подвозами и воды, и, ну, не только у них, у многих там в первое время, вот, когда не было настроено для конца логистические какие-то цепочки обеспечения тех или иных батальонов, мы тоже так, как бы это было на взаимовыгодных условиях. И вот, собственно говоря, пересекались, помогали друг другу, как могли. Вы заглянули там глубоко вот в эти события, в эту трагедию, которая сегодня происходит на Украине. Особенно вот в этой зоне, где вы там во всех этих регионах побывали. Ну и где-то, наверное, схожая была ситуация у нас тоже. Мы тогда вот за самоопределение свое боролись, нам ответили войной. Вот, примерно такая же там ситуация. Ну, если как бы проводить параллели, да, если я поверхностно знаю историю, я погружаюсь пока что только в историю конфликта 93-го года, 92-93 года, в том числе Россотрудничество скоро будет организовывать фотовыставку тех событий, фотографии Андрея Соловьева, погибшего, не дожившего там пару часов до освобождения города Сухум, и вы как раз снимали его гибель. К сожалению, да. Да. Человек был непоколебимый, был ранен, уехал, подлечился, все равно вернулся. Ну и вот произошли такие трагические события, и мы будем как раз делать фотовыставку по этим событиям. Его известные, можно сказать, мировая известность этих фотографий. Но вернемся к проведению параллели, что тогда, что сейчас, если брать интервал времени, да, то, ну, СВО это уже вторая кампания на территории Донбасса. Первая, если вы знаете, Да, началась, конечно, началась в 2014 году. Как раз вот это и был момент самоопределения местного населения, когда украинские власти им ответили полным бойкотом. да, когда они сказали, мы не хотим подчиняться пришедшей, скажем так, незаконно через вооруженный переворот подчиняться этой власти, да, попали под блокаду, точно так же, как было и здесь, да, когда Грузия, собственно говоря, сначала устроила блокаду абхазскому народу, а потом пошли войной, и, собственно говоря, там произошло ровно то же самое. Но здесь события скоротечно прошли, да, то есть Годы, 2 месяца основных действий. не сказать, что менее кровопролитно, здесь довольно-таки были большие кровопролитные бои там, в той же. На ту численность населения, да. на эту площадь, это очень Да, ощутимо. также Там вот другие просто масштабы, территории, И население да. гораздо там. Ну это вот как возвращаясь, да, к статистическим данным по авариям, да, если Да. здесь считать, что посчитать количество населения и Для нас масштабы, это очень ощутимо. да, и, собственно говоря, здесь в войне тоже очень ощутимо, люди погибли, очень много людей погибло, но все равно абхазский народ героически отстоял свою землю, территорию. Много приехало добровольцев из разных регионов России, которые помогали, осуществляли. И опять же, если читать, да, историю и проводить параллели, на стороне грузинской стороне воевали как добровольцы со стороны Украины, националисты, против которых сейчас как раз и воюют. Ну, они, в общем-то, участвовали весь период военный, они участвовали на стороне грузин. Ну, было такое вот парадокс, но сегодня вот. И сегодня опять по спирали это все возвращается. То есть сейчас вот опять против их, скажем так, геноцида народа Донбасса, против их
националистических движений, то, что они делают, какие они, ну, это неофашизм нашего времени, с которым приходится вот сталкиваться. Вообще не прикрыто и Да, ну, то есть, откровенно. Они этого не стыдятся. Ну, это большая трагедия. И будем надеяться, что она завершится в скором времени. да, будем надеяться, что война закончится и наконец-таки будет мир. Вошли в состав России, интегрируются. На моих глазах там в течение года большой поток был восстановительных работ. То есть приехали все регионы Российской Федерации, начали заниматься восстановлением, проложили очень хорошую дорогу Донецк-Луганск, которой долгое время не было. То есть начали восстанавливаться различные институты власти, интегрироваться Во всех сферах, да, я так вижу. промышленность из начали новостей, восстанавливать. Все То есть, видно. да, шахт, очень большие капиталовложения и результат очень большой. Считается, с нуля начали строить, ну не с нуля, но там, скажем так, с фундамента, да, начали строить, выстраивать вот эту многоэтажную государственность в данных регионах и интегрировать их. Где успели побывать в Абхазии? Ну, у меня с Абхазией на самом деле связано очень много. Вот с самого начала. Тогда с самого начала начну. То есть вообще, по большому счету, если прямо отсчитывать с самого начала, так как я грек, бабушка у меня родилась здесь, на территории Абхазии, в Пицунском районе. Они одни из первых беженцев приплыли сюда, в Абхазию. Ну, с Трапезунда они отправлялись тогда, когда турки захватили, их род вот переезжал, собственно говоря, сюда, потом в село Монастырь они переехали, ну, вот как-то так, это вот если с самого-самого начала. А именно мое знакомство с Абхазией началось с 2003 года, тогда я еще учился в школе, но занимался КВНом, меня включили в делегацию, которая ехала сюда по причине того, что город Ейск побратим с городом Гудауты. Это вот был первый случай, когда я приехал в Абхазию, познакомился, много было чего удивительного, да, то есть как бы в принципе все рядышком. Абхазия граничит с Россией, с Краснодарским краем, но очень колорит такой был большой. Сейчас уже приезжаю в Абхазию, видно много. Ну вот, как переезжаете границу, какая-то самобытность чувствуете? Да, конечно, есть самобытность, и даже в природе это чувствуется. Здесь другая природа. Ну, то мы все видим Адлер, да, с его хаотичной застройкой. Здесь все-таки какая-то... Страна хоть и маленькая, но простора много. Да, пока. пока много, она сохраняет вот это вот, этот простор, очень уважительно относится к своей природе, то есть нету какой-то хаотичной застройки, вырубки леса, там, не знаю, постройки торговых центров повсеместно. Я вот за то, чтобы вот должна быть какая-то золотая середина. Вот нельзя там вот там, где природа, да, там хочется, чтобы был какой-то минимальный комфорт, но когда эту природу уже, ну, прям закрывают и делают ее сравни городу, то есть она теряет свой облик фактически. Ну, вот естественный. Вот пример для меня того, как можно, скажем так, сделать... Вот коровушки создали нам опасную ситуацию. Абсолютно спокойно себя чувствуют в середине дороги. Полноценные участники дорожного движения. Пример очень хороший, как, скажем так, городской стиль может соседствовать с природой. Это сочетаться, да. Это, мне кажется, вот Гагринская набережная в сравнении с Адлеровской набережной, да, то есть там все повырубали, залили бетоном, ну, кому-то это нравится, наверное, но в Гагре просто почистили набережную, сделали дорожки, практически нету каких-то там бетонных сооружений, плитки, там вот всего такого нету, и это очень гармонично смотрится, ну, как по мне кажется, вот
гармония природы вот должна именно вот в таком быть ключе. Ну, у нас тоже есть какие-то отдельные места и в Кудорском ущелье, где все так забетонировали. Там, допустим, лет 15 назад в самом начале мне нравилось, например, одно место, не буду называть. Теперь я туда что-то не очень желаю ездить, потому что, вот как ты говоришь, там все забетонировали. То есть, когда природу слишком закрывают этими постройками, забетонировали, заасфальтировали, это уже теряет свой основной естественный природный облик. Так, насколько я знаю, нам вот здесь Да, поворачивать. там будет написано горячий источник, указатель. Вот уже здесь, рядом. Ну, в источнике, наверное, вы бывали. На источнике, да, бывал, давно, правда, приезжал. Ну, сейчас там еще облагородили. Но мне очень нравится вот восточная территория Абхазии. Здесь очень много такого, скажем так, нетронутого еще. То есть вот там в сторону Акамары, водопады. Да, вот там это, все, Как бы только начинается. да, всё. только вот начинается, это очень красиво смотрится. То есть если брать там условно самая главная достопримечательность, да, Республики Абхазия, озеро Рица, то там плотность туристов, она немного отталкивает, потому что очень много туристов. Тоже сильно уже застроен. Ларечки, все, остановиться уже И по дороге много. Вот, тяжело, много машин. вот ну, у нас это сложно сделать. Там вот как-то, например, определить вот столько-то и там-то объектов достаточно. Больше не должно быть, например. Это да, вот. градостроительный план. Да, ограничений, похоже, нет. Все вот идет по нарастающей. Кстати, вот по тому объекту, в который мы сейчас приедем, тоже я несколько лет назад ездил, там было совершенно, в общем, дикая была территория. Потом там появилось кафе, потом, по-моему, там заливали какой-то причал. Да. Очень красивая там набережная. Ну, вот этот причал, я не знаю, сейчас посмотрим, как это выглядит. Ну, мне кто рекомендовал это место, говорили, что здесь самое чистое море. Ну, одно из мест, где чистейшее море. Немножко переключимся на китайскую чудо-машину. Да. Расскажите о ней. Танк, да, называется? Да, машина называется «Танк». Это машина, значит, производства завода Great Wall. Выделен в отдельный бренд. Это один из флагманов китайской. Да, ну вот сейчас это как бы флагман на российском рынке. Есть, конечно, много других более напичканных машин, но вот сейчас на рынке она в России представлена двумя моделями. Это танк 500 и танк 300, вот на котором мы едем. Машина, собственно говоря, на рынке появилась в конце 2022 года. Ну, вот, данный автомобиль 2023 года. Под капотом 2 литра турбированный двигатель, коробка 8-ступенчатая, все собственное производство, но мощность 220 лошадей в России. В Китае это 267, кажется, лошадей. То есть в России по экономическим, ну и по всяким законодательным, чтобы входило в страховую, вот этот налог был поменьше. А танк 500 в России 299 лошадей, в Китае 365 лошадей. То есть почти там на 70 лошадей, что здесь, что там задушили машину. Ну, здесь на 50 лошадей. Еще больше покупают, Да. в общем. Двигатель, коробка, собственно говоря, это собственная разработка, но она ставилась также и на Audi, и на BMW. То есть проверенные агрегаты. Да. То есть, если посмотреть обзоры, когда ее разбирают, то вы увидите, что очень много сходства с тем же Q5 по компоновке под капотом и, собственно говоря, по ходовым качествам, настройкам подвески и всего остального. Также в машине очень много электроники, то есть удержание в полосе. Машина, Ну, это у них уже традиционно. Да, традиционно. Да. Машина сама удерживает в полосе, сама немного подворачивает, если ты Может остановиться перед препятствием. да. перед препятствием, да, останавливается. Также по кругу тут, не знаю, порядка 6 камер, кажется. То есть она полностью обзор дает. Если можно С верхней точки она Да. показывает по периметру автомобиля. 360 градусов, да, обзор дает, что, где, какие препятствия.
помощь перестроения, удержания в полосе, как сказал раньше, мультимедиа. То есть все, что касается безопасности, все эти функции здесь воплощены. Все по максимуму. И вот еще вот такая у нее фишка, вот то, что она держит по полосе, у нас бывает неудобно, потому что мы иногда объезжаем ямы или животных через сплошную. И ты, да, руль не дает тебе, ну, он воюет с тобой, то есть я от этого уставал, я начал эту функцию отключать Да, и бывает такое, что для удобства. ну, тут можно выставить тут много режимов, а здесь есть функция танкового разворота. То есть на полном приводе ты включаешь танковый разворот, и за счет блокировки колес машина разворачивается на месте. То есть сокращается радиус разворота. И вот на Это как раньше делали полицейский разворот, да, на ручнике. Да, ну а здесь это плюс-минус, ты разворачиваешься просто на месте на малой скорости, сама автоматически. Give me drama some, y'all. Give me drama some, y'all. Give me drama some, y'all. Довольно-таки просторный багажник, сиденья раскладываются, получается большое пространство. Ну и задний диван, здесь тоже все в порядке с местом, просторно. Сзади машина тоже выглядит красиво. Машина хорошая, уже близки к цели. Главное не проехать поворот. Навигацию включил. Сейчас посмотрим. Вот здесь где-то это, насколько я знаю. Ну, вообще все эти плазмы, я смотрю, на китайских машинах, они работают отлично. Очень качественно. Не знаю, как в северных регионах Российской Федерации во время зимы они себя показывают, то здесь как бы температурный режим позволяет. Очень быстрый отклик, все хорошо работает. Вся электроника на достойном уровне, скажем так, реализована. Замечаний нет? Вообще, скажем так как машина покупалась в момент, когда авторынок очень сильно скакнул вверх, да, ценник скакнул вот за эти деньги, которые на рынке, собственно говоря, машину такого класса, такого качества, проходимости найти было очень сложно. То есть, ценники были какие-то космические вообще по стоимости там одной- и двухкомнатной квартире. Вот так за эти деньги довольно-таки машина сносная, все очень качественно сделано, пока не подводила, и в горах была уже проверена, и в наводнение 7 июля, когда было наводнение, то есть машина себя очень хорошо зарекомендовала, показала, что танк может ехать. Да, и внешний вид у него очень даже красивая машина, и проходимость хорошая, и в салоне комфортабельно. Она, мне кажется, даже тут сворачивать никуда не надо, она и ведет. По-моему, прямо еще. Мягкая машина. Да, довольно-таки для, скажем так, полноприводного джипа это очень... Вот сейчас мы едем, полно ям, очень мягкая. Сейчас все китайские производители делают, там устанавливают массу электроники в машину, чтобы комфортабельно себя чувствовал водитель. Мягко, в том чтобы числе, машина шла. Да, они настраивают по-правильному подвеску, так, чтобы и по городу было удобно ездить, и, собственно говоря, по бездорожью. Так, кажется, это... Мне кажется, туда надо. Туда надо ехать. Здесь вот есть куча переключений режимов, то есть дорожного движения. На пониженных ты можешь переключаться.
То есть, Но поскольку мы чуть-чуть промахнулись дорогой, теперь идем ну, к лучшему. Тест-драйв. вот, для машины маленькое испытание. Спокойненько преодолели брод. Надо же было на танке по какой-то такой вот дорожке проехать. Мы где-то сбились немножко с пути. Пока мы общались, незаметно проехали какой-то поворот. Крепость рядышком уже. Вот мы и приехали к пункту назначения. Погода замечательная. Сейчас мы осмотрим объект наш. Машина тут знакомая стоит. Одного из героев нашей передачи. Евгений, какими судьбами? Привет, привет, Григорий. Здорово. Костя. Не ожидали, что здесь знакомых встретим. Ну что ж, Вот где Евгений снимался у нас в одной из передач 2 года, наверное, назад. Да, вот. еще? Если не 3. Да, он наш коллега, работал на Первом канале. В 2008 году, по-моему, когда вот боролись с беспилотниками, кстати, это в новинку было. Ну это да, Абхазии. первая встреча. Так что беспилотники, эта история началась в Абхазии. Ныне теперь актуально. Ой. Репортажи ты делал тогда на тот момент, но вот сейчас мы все видим, сколько неприятностей из-за этих беспилотников. Вот, напомни, расскажи, как вот это все началось. Мы не зря здесь встретились, уже затеяли тему о беспилотниках, то это как раз вот граница с Ачимчирским районом, над которым, собственно, и происходили в 2008 году, в августе месяце, все эти для нас тогда удивительные события. Никто тогда не слышал ни про какие беспилотники. Ну, где-то слышали, но чтобы кто-то видел, и как они работают, и для чего. Тогда еще не было ударных здесь. Это были разведывательные беспилотники, в основном израильского производства. Грузины тогда активно сотрудничали с израильтянами, им шли прямые поставки вот этих беспилотных средств, а потом уже в конце августа 2008 года, когда наши взяли Синакскую базу, выяснилось, что управление беспилотниками шло из американских хаммеров, то есть система управления, по всей видимости, была американская. Но тогда, это, наверное, конец мая, начало июня 2008 года, с этими беспилотниками была связана целая история, потому что сначала не понимали, как Была с ними целая работать. серия репортажей. Да, вот да, да. Ну, я делал штуки 3, наверное, только. Не понимали, как с ними работать. Их можно было визуально наблюдать, но как их сбивать, как передавать информацию, кто это должен делать, какие средства должны по ним работать. Все это было, насколько я понимаю, в новинку. Первое время они безнаказанно здесь летали, а потом научились. Смекалка наша помогла. Вот. И их стали сбивать пачками один за одним. То есть буквально там проходило иногда 1-2 дня, иногда сутки 2 сбивали. Я помню, как начальник штаба генерал Зайцев выкладывал перед камерами в здании Министерства обороны внизу на площадке хвосты, крылья. И очень подробно всем показывал на камеры все вот эти номера, чье производство, все это очень подробно шло. Были и смешные истории, связанные с этими беспилотниками, потому что тогда мы не очень говорили о том, что здесь работают российские войска, и поэтому, когда надо было как-то объяснить, кто что сбивал, на ленты новостей выходили сообщения о том, что доблестная абхазская авиация
обрушило очередной израильский беспилотник. И понятно, что крупные телевизионные каналы требовали от нас подробных материалов и сюжетов о том, как абхазы сбивают, значит, новейшие средства разведки израильского производства. И, ну а что? И таким образом, я помню, был случай, когда мы поднимали элки ваши абхазские в воздух, чтобы имитировать заход на цель, сбитие, подробный рассказ о том, как абхазская авиация уронила очередной беспилотник. Все это было смонтировано, вышло в эфир, а следующим утром во всех мировых агентствах появилась картинка «Последние кадры, снятые с самого сбитого беспилотника», где прекрасно виден на кадрах, как на него красиво над Черным морем заходит наша сушка. Вот, поэтому, ну, были коллизии, конечно, очень забавно. Ну, спасибо. Ну, это большой опыт, очень хороший эпизод. Ну, Спасибо, Евгений. 2008 год был Да. очень Ну. напряженным и очень знаковым. А вы прогулялись здесь? Мы только приехали, вот буквально за 5 минут до вас. Ну, тогда вместе вот с Константином Ой, Константин, мы не виделись, бог знает сколько посмотрим времени. крепость. Пойдем, пошли. Пойдемте. Пошли. Я мало чего не знаю, наверное, Константин почитал. Да, немножко почитал. Крепость 13-14 века. Достоверно неизвестно, когда она построена. Это Генейская крепость, которая служила фортом оборонительным. Соответственно, судов, которые заходят с моря в реку. Ну, здесь и торговый порт был. Вроде Да, так вот изначально пишут, по-моему. торговый флот заходил по реке, выходил обратно в море. Может, Евгений Александрович поможет мне. Он достаточно много знает про Абхазию, про местные достопримечательности. Особенно тут добавить нечего. Крепостей генуэзских сохранилось в Абхазии немного. По сути, вот это Новоафонская башня, которая, ну, она уже не так аутентично выглядит, она сейчас часть гостиничного комплекса. Но вот в Новом Афоне и Воронов рассказывал и описывал руины генуэзского монастыря где-то вверху, в верховьях Киласура, где-то напротив Баграмана, вот там. А вот, по сути, все генуэзское наследие фортификационное. Конечно, они оставили много всего по себе и с точки зрения археологии, и с точки зрения нумизматики и так далее и тому подобное. Но вот такие физические, материальные следы их присутствия, вот они, пожалуй, это наиболее яркие и заметные на территории. Ну да, тут и стена, вот основная крепость. Сейчас мы еще посмотрим. Вот, пройдем, там есть куда зайти. Ну, так это основная башня, так называемый донжон. Главная башня крепости. Да, очень широкая, вот толстая стена, метра 2 шириной. Я очень люблю это место. Замечательное место, прекрасный пляж, длинный, широкий. Я очень люблю это место. Красота. Еще, кроме всего прочего, я вижу, что здесь люди стараются за этим ухаживать. Это большая ценность, как бы. Ну да, когда сейчас вот стали сюда водить туристов, облагородили, убирают. да, здесь было, когда я первый раз сюда приехал, все было заброшено совершенно. I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. There's an old voice in my head that's holding me back. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life. Замечательно, что мы тут так встретились, очень удачно. Даже организовать было бы сложно. Да, прекрасный объект, прекрасное место для отдыха, для посещения там, с семьей, с детьми, чистое море. С погодой нам Да. повезло сегодня Да, вообще. здесь всем рекомендую здесь побывать, с детьми особенно, потому что море спокойное, хорошее. Такая прекрасная еще встреча с давнишним другом. Очень знаковое место теперь для меня. Ну, на самом деле, великолепное место ты выбрал, великолепный маршрут. И встреча тут совершенно фантастическая. Друзей, нашего героя передачи. Но наш выпуск на этом подошел к концу. Всем пожелаем счастливого пути. Bye.